Михайлов Спиридон Михайлович – марийский чувашский этнограф, писатель и историк. Основные труды посвящены этнографии и истории чувашского, марийского и русского народов, а также географии, экономике и статистике западных уездов Казанской губернии. Он написал несколько художественных очерков и рассказов, сделал содержательные фольклорные записи на языке оригинала. В трудах по истории Спиридон Михайлович Михайлов рассматривает вопросы происхождения чувашского народа, вхождения в состав России, участие чувашей и марийцев в крестьянской войне под предводительством Пугачева, археологические памятники, историю города Козьмодемьянска, отдельных сел и деревень. Ученым написано также несколько работ по географии и статистике края. Заслуженную известность Спиридону Михайлову принесли как раз-таки статьи «Сундырская гора» и еще о Сундырской горе, а как раз об этих статьях я хочу сегодня вам рассказать. Очерк «Сундырская гора» без колебания можно назвать археологическим, и, несомненно, он является одним из лучших художественных очерков Спиридона Михайлова, показавших его недоброжелателям, что автор правильно понимает функции очерка и почти мастерски владеет его изобразительно-художественными средствами. Своеобразие произведения Спиридона Михайлова прежде всего заключается в языке очерка. Хотя он и является археологическим, но нет в нем труднопонимаемых терминов, повествование его ведется просто, вольно, хорошо понятным всем добротным литературным языком. А здесь укрепление начинается первоначально с защиты края горы едва приметным рвом, сравнявшимся с землей, который примерно на четверть версты огибает полукругом земельный вал вышиной местами аршинов 2, а ров глубиной более аршины идет рядом за валом, и достигают они оба до северного края горы, совершенно их отсекающий своим крутым утесом в плоской стороне. Самая середина вала и рва перерезано. По всей вероятности, существовали тут ворота или какое-нибудь другое отверстие для вылазок. Это слова из очерка «Сундырская гора». Следующий слайд. Спиридон Михайлов представляет читателям Сундырскую гору не только как живой памятник природы, а описывая ее как настоящий художник, любуется красотой родного края, как его настоящий патриот. Гора сия, когда подъезжаешь к ней, представляется величественно, как грозный исполин, а вид с нее самый очаровательный. Просторные луга, покрытые кустарниками, озерами, перерезанными в различных направлениях таловыми и сокревыми огромными деревьями. Река Волга, за нею сплошной лес, теряющийся в отдаленной синеве, а по нагорной стороне частые черемисские деревни с садами и густыми деревьями. Затем на прекрасной горе села Владимирского, за которым вдали город Козьмодемьянск с церквями, и в довершении его при подошве горы села Малый Сундырь. Все это представляет восхитительную картину. Есть в очерке примечательная фраза, в которой заключена, если не вся идея очерка, то часть ее второстепенная. Теперь, где прежде происходила борьба русских с враждебными народами, утопавших в язычестве, видишь православные храмы, просветившие этих народов. Осматривая сию гору, пишет автор, завершая свой очерк, я долго блуждал по ней. Мне напоминала она о минувшей жизни, славе моих единоплеменных народов. Увлеченный этой фантазией, ею, держа в руке карандаш и бумагу, я сел на развалину укрепления и впал в глубокое размышление. Попитаешь теперь твердыню сию ногами и передаешь о подвигах мятежных, некогда соплеменников. В этих словах и заключается, наверное, самая главная идея замечательного очерка Спиридона Михайлова – сохранить память о прошлом, а делать это без просвещения невозможно, а без просвещения развиваться дальше нет возможности. В свой сборник Спиридон Михайлов внес дополнение в опубликованной в том же году 49-й статье «Еще о Сундырской горе». Здесь он еще раз сообщает о разгроме черемисами в 1524 году флотилии Полецкого, пишет об аресте и отправке в Москву мятежного марийского сотника Мамич-Бердея, за что царь облегчил горных людей в налогах. Он писал: «Сего опасного мятежника горные жители заманили в сети, дружелюбно звали к себе на пир, схватили и отослали в Москву, за что государь облегчил их в налогах». На сегодняшний день окрестности горы включают 15 памятников археологии, расположенных от нее в радиусе 5 километров. Сюда входят 4 святилища,
10 селищ и 1 кузница. Профессионалы-археологи много лет проводят здесь раскопки. За все годы раскопок было найдено более 10 тысяч фрагментов. В культурном слое городища найдены отдельные украшения, предметы быта, вооружения и так далее. Сейчас Сунгирская гора очень популярна среди туристов. Сюда приезжают гости из других районов республики и соседних регионов. Проводятся автобусные и пешие экскурсии. Кроме туристов на гору приезжают и парапланеристы, и любители горного бега. А с горы открывается невероятный панорамный вид на Волгу и всю ее окрестность. Поэтому мы всех вас приглашаем к нам в гости, посмотреть на Сунгирскую гору. У нас там очень красиво, поэтому приезжайте. И еще подарок у нас один. Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл Зинаида Стахлеевна. Игнатьева споет горномарийскую песню. Послушаем. Пожалуйста, музыку. Сегодня всех я поздравляю с праздником, большим праздником. И в честь этого можно, наверное, песню спеть. Это слова Николая Егорова, а музыку Владислава Куприянова. Слушали замечательного нашего композитора. Цолга Шедер. Яркая звезда. Ştabandan şedere yalada İlk şeder satarak O şeder sonra şeder Bağlardan yerden ver Muhabbet soğuk tencereye Большое спасибо. Перший ее замора. Кого там Зинаида Сахидовна? Слово предоставляется старшему научному сотруднику Института гуманитарных наук, археологу Евгению Петровичу Михайлову. Эргун Бурнеди, Заврат Чадомолара Ганзеледия, Евгений Старчта, Селазинча Чадомоларать, Эргун. Так, куда паян Шармас Рабдилина Ханазем, Шамбата Бурславама и Репортамар. Амапур. Земля интересовать. Ну, такой для них штат выплат проблемы и в Так.
Памятники древности по берегам реки Юнга, Большая Юнга, на территории Ядринского и Маргаушского района Чувашской республики и Горно-Марийского района Республики Марийка. Спиридон Михайлов, Аллах был археолог Пулман, не был археологом, но оставил несколько и специальных статей и некоторые упоминания об археологических памятниках древности. Вот говорили о Сундырской горе Аламнер, этот известный памятник марийский 14-15 веков. Изучался марийскими археологами достаточно. Есть и монография в этом городище. Но Спиридон Михайлов я упомянул, исследовал, упомянул, по крайней мере, еще несколько памятников на территории и Республики Марий Эл, и территории Чувашии. Если говорить о Юнге, это, конечно, река, которая ассоциируется с Спиридоном Михайловым, во-первых. Во-вторых, она объединяет народы, которые проживают на этой реке, по берегам этой реки, и марийцы, и чуваши, и русские. Так, о самой Юнге. Цитирую здесь статью Кириллова о реке Юнга в Чувашской энциклопедии, 4-й том. Юнга, Большая Юнга, река, правый приток реки Волги. Протекает в Ядринском и Маргаушском районах Чувашской республики и в Горно-Марийском районе Республики Марий Эл. Исток на восточной окраине деревни Аптякось Ядринского района, устье в районе села Данилиха Горно-Марийского района. Длина реки 60 километров 200 метров, площадь бассейна 176,2 квадратных километра, имеет 25 притоков, 21 из них левые, главный приток река Кошвашка. Я уточняю немножко эту энциклопедию, но истоки этой реки, у нее два рукава, можно сказать, в истоках. Одна называется Первая Юнга и Вторая Юнга, которые соединяются около вот этой деревни Юнга. Так, по Чувашской республике. Памятники начинают истоков. Все перечислить памятники, это будет много времени занимать. Я вас отправляю к источникам. Во-первых, археологическая карта Чувашской республики у нас в 3 томах вышла в 13-15 годах. И археологическая карта Республики Марий Эл, составитель ее Валерий Валентинович Никитин. В этой книге вы найдете всю информацию о памятниках. Но я в основном беру берег реки Юнги, то есть те памятники, которые примыкают к Юнге, но не совсем далеко. То есть не беру притоки Юнги, это и Сундырка, не Сундырка, Кошвашка и другие притоки. Первый памятник это и в истоках, получается, в Первой Юнге, это Аптякоси. В 1957 году отряд Чувашской археологической экспедиции под руководством Трубниковой обнаружил курган в 5 километрах к востоку, северо-востоку от этой деревни. Он, вероятно, относится к бронзовому веку. Второй памятник – это Янымовское, так называемое поселение, хотя ближе к деревне Аптякоси. Это поселение балановской культуры бронзового века. И этим исчерпываются памятники в Ядринском районе. Но известны в большом числе памятники притокам Кошвашке, Арбашке и другим притокам этой реки. По крайней мере, наиболее известный памятник Ювановское городище, около села Юваново, но это далековато от Юнги. В Маргаушском районе Низкосы, деревня, правый берег реки Полупоси, правый приток реки Первая Юнга. Отдельная находка была сделана в 1920-х годах. Это каменный сверленый топор балановской культуры бронзового века. Поступил в Чувашский музей в 1928 году от жителя Низкосов Ятмасова. Ныне находится в Чувашском музее. Так, курганы около деревни Низкосы отмечены еще в 20-е годы. В 1957 году Трубникова отметила 2 кургана. Один курган в 1974 году взят под охрану государства. Мы его в прошлом году искали
искали и нашли все-таки 2 этих кургана, но числится под охраной только один из них. Так, выселок 1 мая, это уже 2-я юнга. Селище средневекового или нового времени расположено на правом берегу ручья, протекающего по восточной окраине выселка на краю коренного берега. Занимает площадь примерно 360 квадратных метров и находится в охранной зоне нефтепровода. Открыто Березиной в 1910 году. Ну, здесь я не буду приводить какие находки, то есть была собрана здесь керамика. Ну и наиболее, наверное, известный в округе нашей, по крайней мере, юнги, Юнгопоси, это Юнгопосинское городище Кулаваре, которое находится в 3 километрах к юго-востоку от деревни Юнгопоси, но ближе, наверное, к выселку 1 мая. Есть напольный вал, 2 напольных вала и рва. Значит, высота валов примерно 4 метра, глубина рвов 40-60 сантиметров. Значит, на напольных валах есть и норы, видимо, и ельдисии, или волчьи. Так, первое упоминание вот непосредственно связано с Спиридоном Михайловым, который отметил его в 1852 году в статье «Предание Чуваш» в Казанских губернских ведомостях, номер 25 1852 года. Он отмечал это городище в дачах деревни Юнга-Ядрено. Так до 19 года называлась деревня Большие Чуваки. С 1963 года эта деревня в составе села Юнга. Деревня Юнга, да? Сейчас деревня. Так, в 1926 году это городище раскапывали ленинградцы. Петр Петрович Ефименко из Ленинграда приезжал. Затем в 1954 году из Саратова Павел Дмитриевич Степанов, в 1957 году Нина Владимировна Трубникова. Но это городище было, видимо, мало заселено, потому что материала практически нет, то есть считается городищем-убежищем, в котором прятались окрестные селения в древности. Ну, относится примерно к началу 1-го тысячелетия нашей эры. Она же Трубникова в 57-м, Степанов в 54 году в устье оврага Холоваря на пашне на мысу в 500 метрах от фермы нашла фрагменты грубой неорнаментированной керамики. Значит, находки, вероятнее всего, находятся в Саратове. Так, деревня Юнгопоси, курганы. Ну, в 1920-х годах отмечено несколько курганов около Юнгопоси. Пока археологи не нашли эти курганы, мы нашли один курган только, отмечено несколько курганов. В прошлом году мы побывали в поисках кургана, потому что числится под охраной государства. Курган находится к северу от деревни, недалеко от деревни, к северу. Значит, курган, кстати, сильно распаханный. Грунтовый могильник, следующий известный памятник 17-18 веков. Ну, сказать, это чувашский или марийский, наверное, трудно, потому что в этих краях жили чересполосные марийцы и чуваши. Тот же Ефименко раскопал несколько погребений на холме Кивича-Чувасорча. Коллекция также находится в Чувашском музее, нашем национальном. Ну, про находки отдельно я не буду говорить, потому что часто находят и каменные топоры, и наконечники стрел, и так далее. Ну, вот интересный памятник – это место старого завода. В документах отмечается, что в 1880-е и 90-е годы развалины каменного здания бывшего завода были заметны в местности Петра Кологи. В конце 40-х годов Романов, Никита Романович, кстати, тоже ваш земляк, известный этнограф из деревни Шербаши, около Тараева, записал, что около деревни Юнгопоси, в поле Петракой, находилась усадьба помещика. Фамилия его, Петраков, возможно, убитого отрядами Пугачева в 1774 году. Помещик содержал винокуренный завод и водяную мельницу на реке Юнга. В 40-е годы это место, вероятно, усадьба, полностью распахивалось. Так, ну, отсюда идем уже после слияния
первый и второй юнг по реке Юнге дальше, по течению реки. Здесь отмечаются курганы, но я не буду конкретно говорить, сколько высота и так далее. Это Большечувакинский, Ларготские, Малочувакинские курганы. Значит, они все, вы знаете, вошли в состав деревни Юнга. Следующее, в Яблоне, известно, ну, наверное, местные жители знают, она с 1963 года в составе деревни Юнга. В 1954 году разведочная экспедиция Саратовского пединститута отметила, что у деревни Юнга в 1934 было найдено 12 железных стрел, которые были сданы в Чувашский центральный музей Чебоксаров. Эту запись уточняет газетное сообщение 1954 года, где пишется, что недавно житель деревни Яблони Тепеев в 2 километрах от деревни Яблони на окраине леса на глубине 10-12 сантиметров нашел 12 железных наконечников равных размеров и форм в одной связке. Ну, еще вот неопределенная находка юнгинская. На Московской антропологической выставке 1979 года экспонировались найденные у населенного пункта Юнга каменные молот и долота. Дальнейшая судьба не выяснена. Возможно, это или Юнга на территории Чувашской республики, или на территории республики Марий Эл. Так, малокубасинские курганы. Ну, Малый Кубас, они пошли в состав Кубас в 1963 году. В 20-е годы в 2 верстах к востоку от деревни Малый Кубас в урочище Олбут-Шереф. Так. Олбут-Шереф находился курган. Ну, дальше мы идем по течению реки. Большой Корочкино. Здесь в 1957 году был раскопан могильник Трубниковой. Недалеко от существовавшей мельницы, я не знаю, ветряная или водяная была мельница около Большого Корочкина. Так, Межары. Так, по сообщению краеведа Ада Дмитриева, ну, он, вероятно, с этих местностей, в институт наш в 1970 году он пишет: к юго-востоку от деревни Межары через овраг Анчик-Черме на правом берегу реки Юнга и левом берегу оврага Анчик-Черме находится могильник. Из-за размыва этого правого берега река Юнга, часть кладбища разрушена. Выходили костяки и разные вещи. По рассказам старожилов, это было самое старое кладбище, более древнее, чем Большекорочкинский могильник, исследованный в 1957 году Трубниковой. Так, ну, Межары и курганы отмечаются, и городища. Ну, теперь, наверное, перейдем. Ну, Турикасы еще у нас последний пункт на территории Чувашской республики. Затем следует территория республики Марий Эл. Это известный, наиболее известный памятник, конечно, по реке Юнге, ну, который вы должны, наверное, тоже знать. Это Юнго-Кушергинская стоянка, которая примерно 20 тысяч лет. Она входит в Еласовскую сельскую администрацию деревня. Это левый берег реки Юнга. Политическая стоянка расположена в 2 километрах к востоку от деревни Юнга-Кушерга и 500 метров к югу от села Еласы, 40 метров ниже падения в реку Юнга ручья Пожвашка. В 1959 году руководитель Марийской археологической экспедиции Альбрет Хасанович Халиков из Казани произвел на этом месте раскопки, изучив около 50 квадратных метров площади. Были изучены остатки культурного слоя на глубине 5,5 метров. В этом слое были найдены обломки костей четвертичных животных, а также сделаны древним человеком кремневые орудия, концевые скребки, резец, острие, отщепка и куски кремния. Считается, что стоянка изучена полностью, отнесена к числу не сохранившихся памятников Республики Марий Эл. Коллекция Национального музея Республики Марий Эл. Так, ну и, наверное, я слишком много уже говорю. У меня данные есть и по селу Еласы. Здесь расположены могильники. Но все взято из этой книги, поэтому я рекомендую журналистским, по крайней мере, товарищам изучить эту литературу. И Няшкина, ну, еще, наверное, упомяну известный памятник Писералы, деревня Писералы.
Писаралы Еласовской сельской администрации, правый берег реки Юнга, хотя сама деревня находится, сама деревня на правом берегу, а памятник кургану на левом берегу. В 400 метрах к юго-юго-западу от деревни Писаралы, на краю террасы левого берега реки Юнга, на месте, известному населению как Нагорный дом, располагалась группа из 6 курганов, 3 из которых распахивались и были нарушены кладоискательскими раскопками. В 1958 году Халиков раскопал все курганы, изучено 22 захоронения в ямах или на уровне дневной поверхности. Захоронения были совершены в вытянутом положении головой на юго-восток и восток. В некоторых случаях фиксированы остатки деревянных обкладов. Рядом с захоронением найден сопровождающий инвентарь: бусы, сапожковидные подвески, украшения головы и рук, медные бляхи, орудия труда и оружие. Считается, что памятник полностью изучен. Но вот скажу, что в нашем представлении курганы относятся к бронзовому веку. Есть курганы, кстати, и первых веков нашей эры. Вот в Писаралах, около деревни Писаралы, найден такие курганы, которые относятся к первым векам нашей эры. Такие же памятники должны быть и на территории Чувашской республики. Мы предполагаем, это около села Богатырево в Советском районе, около деревни Малые Киуши есть курганы. Найденные черными археологами находками говорят, что это возможно такого же типа курганы писаральского типа. Есть термин вообще в археологии памятники писаральско-андреевского типа. Такого типа памятники, они появляются на территории Марийского, Чувашского Поволжья и даже в Мордовии в первых веках нашей эры и связаны, вероятно, с каким-то всплеском племен, которые проникли издалека, с востока, на эту территорию в результате военных действий. И вот эти захоронения, такой же памятник у нас в Бурнарском районе, Синьгимиркинский могильник того круга. Но это уже связано с древней Мордовой. И завершая свое выступление, конечно, хочу сказать, что река Юнга, она богата, и не сама река, а территория, примыкающая к реке Юнга, богата археологическими памятниками. Начиная от палеолита, видите, человек заселял этот край примерно 30 тысяч лет назад, и это в палеолите памятников, конечно, быть много не может, это редкое такое явление, но хорошо, что такой памятник найден на территории примыкающей к реке Юнге. И завершая, я хочу сказать о том, что в этих краях, не только в этих краях, в Чувашии, в республике Марий Эл, усиленно работают в кавычках говорю, черные археологи, которые грабят археологические памятники. И у нас есть известие о том, что в окрестностях Юнги находится уникальный памятник 14-15 веков, который связан с русской колонизацией края, так называемое селище, вероятнее всего. Но пока мы не можем установить конкретное место этого памятника, и я думаю, что если будет информация о черных археологах, работающих на этой территории, вы сообщаете в наш институт гуманитарный. То есть мы не должны грабить наши археологические памятники. Заведующий кафедрой Института культуры и искусств, доцент, кандидат педагогических наук, про вышивку как объединяющий элемент различных культур. Самое великое, самое ценное, что сохранили наши предки до наших дней, это язык, песня и вышивка. Про Чувашей говорят, что это край 100 тысяч слов, 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. И действительно мои исследования показывают, что во все времена у чувашского народа вышивка была самой ценной. Об этом говорят о произведении искусства вышивка, которая хранится ныне в музеях России, зарубежья и радует глаза миллионов людей своей изяществом, выразительностью, четкостью, филигранностью, ювелирностью исполнения.
Я что хочу сказать. Вот Спиридон Михайлович Михайлов действительно очень ценил труд и вот говорил, надо уметь и вышивать, и вязать, и прясть. И он себе задавал вопрос, надо ли вот мальчику выполнять женскую работу, например, вышивать, прясть, если в семье нету девочек? И сам же на это ответил, да, надо. И 9 мотков он спрял нитку. То есть он и этнограф, и фольклорист, мы говорили, и педагог, вот, он понимал, что человек воспитывается в труде. И сегодня как будто его голос нам подсказывает, что надо действительно чувашскую вышивку развивать, распространять, обучать молодому поколению. И не зря глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев в 2020 году учредил День чувашской вышивки. Вот уже 2-й год мы празднуем. 1-й год мы Сурбан-Перле вышили, 21 районов, 21 кусков в фирме Пагадири объединили и Сурбан-Перле. А в этом году карту Чувашской республики вышили, тоже 21 районов участвовали, каждый район участвовал в своей границе, и получилась карта Чувашской республики. Но Федеральное агентство по делам национальности и разрешение дало нам вышить карту России. Ко Дню России в 2020 году вот эта карта должна быть вышита. И мы, наверное, будем участвовать в этом. Вот. Чем же богата чувашская вышивка? Во-первых, она односторонняя и других народов, и у мари, и у мордвыл, удмуртов, башкиров. Вот. Двусторонняя, то есть, лучше показать, односторонняя, вот на одну сторону вышили, другая сторона вышив изнанка. Хотя мы видим здесь тоже очень чисто, красиво, нету нитки никакие, не торчат, вот, но она считается односторонней. О двухсторонней нитке, вышивке говорим. Когда вышиваем на одной стороне, в один прием получается одинаково с двух сторон. А вот ценность чувашской вышивки заключается в том, вышиваешь на одной стороне, переворачиваешь и вышиваешь еще один раз. Это получается двухслойная, 2 слоя. Я передам, можете посмотреть. Сегодня только передаю. Люди ценные, праздник хороший. Спиридон Михайлович Яндуш нас сегодня видит, вот, радуется с нами вместе. Когда я была в Марьи-Эл, я выступала, там они молодцы, конечно, провели семинар и пригласили из Чувашской республики, вот меня с вышивкой. Из Марьи-Эл вышивка была, Степанова представляла вышивку, и из Мордовии. Мы каждый, мастер выступили, и директор Марьи-Эл вышел, сказал, чувашская вышивка немножко пошла вперед. В плане того, что уже известно было, что мы учреждаем День чувашской вышивки, и показывали, что у нас вышивка систематизирована, классифицирована. Вот в руке я держу, я сама вышивала это. Благодаря Жачевой Евгении Николаевне, я ее ученица. Это швы чувашской вышивки. Тут 68 швов, красным цветом основные швы вышила, зеленым разновидности. И Евгения Николаевна называла это азбукой чувашской вышивки. Балдан телевизия валикала, именно хурматна, якнаживна, Чуваш нации основах по юниор академии президенте Ерагин Евгений Евстафьевич. Тараш, паин я берген сказал.
Паги уяванде bir кетне. Мөрзен чеваш сен мар депу шак торохри адыл торохи вадам адыл торохинжи халық сен. Премеш ощахе, историк, географ. Вырос географии общества. Премеш членя. Байдажи, шак халық сен. Паян икшір жол болдарчы. Балақ, она ағай палартмаз үлціға емасын. Мөрзен икшір ал вишір жолне бір күтейлеймі бір. Аncak şakşın eşekele pide pilderişli olunu berge. Pide pilderişli bol. Oncuk nibet niganda şirman, niganda hotla da bilmençke. Вот, hotla da şakşın вот Haydelişin brenze. Bu şkola paçak şüremen. Haydelişin çvaşla, vırısla, şarmışla, pelze. İştobat çıkmaya olunca, ben uyaz centerince. Вот işlet, şabıkıtrak var, etnografiye, istoriye kısıklanacak. Mar tüpleşir zahoraçka. Ağalde mar ot hayhi, o şahsem tölüne şemile, şaşka tüp törüz, şirma buldarına, şirzayime, kıdartma buldarına janna ol. Pidi haklı şam materialzam hal. Вот. Pidi haklı. Şamba da payan şavyatpan diye kuşlarını bir çvarsem, şarmışsem, vursem. Sana da apır bağlı. Çarda burasına kadar kaç. Telefon açar da burasına kadar. Çarda burasına kadar. Ну что ж, сегодня мы собрались на замечательный такой день, на празднование юбилея 200-летия со дня рождения первого члена Русского географического общества из народов Среднего Поволжья Спиридона Михайловича Яндуша. Он замечательный историк, замечательный географ, писатель. Первый человек, который вот писал о нашем крае из своего народа. Писали немцы, писали там русские из Москвы, Петербурга. А он из своего народа, сам себя, это краевед уже большой буквы. Вот сегодня сейчас идет у нас конференция, выступают ученые, все члены Чувашской национальной академии наук и искусств. В своих трудах Спиридон Михайлов, он поднимает проблемы бедных чувашей, проблемы эксплуатации со стороны власть имущих. Вот даже если человек умирает своей естественной смертью, то родственники должны терпеть различные лишения. Случившееся убийство, смерть человека и самоубийство Чувашина влечет за собой по общему порядку следствие уголовное. На следствие приезжает чиновник земской полиции, стряпчий, лекарь, а с ними от 13 до 40 человек, кучеров, дворовых людей, рассыльных, канцелярских служителей и всякой команды. Корм лошадям и столовое содержание всей толпы производится за счет поселян той деревни, в которой приехали делать следствие. Продолжающееся иногда более недели. Пьянство за счет народа. Всякого рода своеволие, прихотливые требования приехавших
есть первое их требование. И Спиридон Михайлов выступает против такого произвола местных властей. И они, по его мнению, должны поступать по отношению к народу совсем другим способом. Вот он отмечает: на должности голов и писарей выбирать людей с хорошими качествами, а не испорченной нравственностью, какие больше бывают и прежние и занимаемые им должности. Так как все жалобы от обывателей поступают начально в сельские и властные правления, то стараться удовлетворять их вполне, виновных не скрывать, а передавать суду и наказывать на мирских сходках. Обращаться с иноверцами благоразумно, поставить себе примером, с ними не пьянствовать и их не притеснять, и не обманывать на каждом шагу, а напротив, стараться, сколь возможно, привлекать от них к себе доверие и тем заслужить уважение народа, а не так, чтобы они почитали начальников за врагов. Стараться о водворении между ними добрых нравов и всякую вражду или ссору прекращать миролюбием, а так называемых каштанов и ябедников, живущих за счет ближнего народа, постепенно выводить в общение. Примерных хозяйству или ремеслу поощрять по правилам, а отличившихся по службе и образованию представлять приличным наградам, ибо между инородцами только иметь награды, так как довольно отличившихся по службе из всего других племен. Внушать инородцам все законные правила, издаваемые касательно их благосостояния и преимущества, а не скрывать их от народа. Бедным оказывать все спомоществования, выдавая всюду из магазинов хлеб и из мирского капитала денег по правилам. Приводимые рекомендации не по искоренению среди чувашей невежества и суеверий, приобщение их к христианской идеологии по преодолению произвола, беззакония, помогательства, беспредела, человечества, среди них Михайлов Спиридон Михайлович разработал с учетом всех фактов, обстоятельств и политического, социально-экономического положения чувашского народа. Спасибо. Так, то вот понятие, значит, когда его попросили этот, может, не будем спать, здесь находится, время проходит, поэтому мы сразу даем слово последнему докладчику Иванову Анатолию Федоровичу, кандидату геолого-минералогических наук, доценту Московского открытого университета. Добрый день, уважаемые коллеги. Коснемся исторической геологии. Как видите, наш Яндуш Спиридон Михайлович тоже занимался, раз он был краевед, он изучал и частично геологию. Что это геология? Геология – это то, что расположено ниже дна водоема и ниже почвенно-растительного слоя. Все это геология. Вы наверняка тоже увлекались в детстве, да и сейчас тоже отыскиваете
на дне оврагов белемниты, аммониты. Вот сейчас об этом и пойдет речь. Кратко освещу направление, которым я занимаюсь. Может, вас что-то особенно заинтересует. О чем бы я сегодня хотел сказать? О нефти на территории вашего района, газе, метеоритах, отголосках землетрясений. Ну и, пожалуй, хватит. Вот начну с того, с простого. Смотрите, Волга, представили, да, как течет? С запада на восток. А в Козловском-Арпасадском районе Волга поворачивает резко на 90 градусов на юг. Там еще есть ловушка такая, река Цивиль. И вот 10 тысяч лет назад, когда у нас еще водились мамонты, вот это слияние Цивиля и Волги была ловушкой для мамонтов. У вас тут ситуация тоже сходная. Недалеко от вас Сура, который течет с юга на север, и Волга. Вот эти места слияния крупной реки второстепенные являются ловушкой для мамонтов, так как в старые времена были заболочены местности, и мамонты тонули из-за своего большого веса и малого ума. Но вас, конечно, интересует больше всего, есть ли на территории вашего района нефть. Но нефти на территории вашего района еще в течение 100 лет не будет. На территории Чувашии тоже в течение 30 лет, 50 лет не будет. Так как сейчас семимильными шагами развивается технология добычи, но вы знаете, что модернизация полевых работ, применение нанотехнологий, то вся надежда на то, что лет через 30, через 50, когда новые методики подойдут, то можно будет нефть брать и у нас на территории, но очень уж глубоко, глубже 4 километров, а то и 7. Уже нефтяные скважины начинают с такой глубины, потому что сверху вырабатывается, хоть возьмите Татарстан, западную сибирскую низменность, где в основном у нас месторождение нефти и газа. Вот. Так что не обольщайтесь, пока не скупайте земельные участки. На ваш век нефти не будет. Вы недалеко расположены от реки Волга и Суре. Вот самый интересный момент такой, что с чем это связано? Практическое значение имеет то, что отголоски землетрясений доходят и до нашей территории, до вашего района. Если вы обращали внимание, у нас же каменное, жилищное, частное строительство началось где-то с 60-х годов, ну, с 50-х, каменное. Если вы обращали внимание, то в деревнях, которые построили каменные здания в 60-х, 70-х годах, они почти все в трещинах. Почему? Не потому, что не могли строить, там особые условия строительства, а вот на примере последних 2 отголосков землетрясения, первого Абхазского землетрясения, которое произошло в декабре, и Охотского землетрясения, за 8 тысяч километров, они дошли до нас. А они на нашей территории провоцируют оползневые процессы. И наши кирпичные дома не были рассчитаны на это. У нас не было информации у строителей 60-х годов. И каменные дома из-за того, что эти отголоски провоцируют оползневые процессы, они трещат, их лечат. Тут у меня пачка фотографий всяких, если кому-то будет интересно, и про отголоски землетрясений, и про падение метеоритов, признаки нефти, то же самое. Можете потом подойти. Но, наверное, надо сказать про метеориты тоже. Вы как раз находитесь в той зоне тоже, что метеориты находили на территории поселка Юрина и левобережья реки Волги. Я как-то занимался этим вопросом. Даже купил карту территории Марийской республики, очень много озер, да. Что любопытно, редкие озера, единицы, куда текает речка, еще меньше вытекает. У нас единственное озеро Кагаяр, куда втекает речка Ярикса и вытекает речка. Как-то я абстрактно разглядывал фотографию озера Кагаяр, плановую, снятую с высоты 800 метров, космоснимки распечатал, и смотрю, как будто было
2 удара метеорита. Протекала одна речка, упала на речку, стала втекать и вытекать. Это болотная река. Вот. И вообще есть такая версия, северный поселок северный, 35 ударных кратеров, метеоритов от диаметра 33 до 1200 метров. Версии прорабатывал разные, и что, мол, немецкие бомбардировщики летели бомбить во время войны наши города промышленного военного производства, Ижевск, Казань и так далее. Но сами можете представить, когда у нас бомб не было, чтобы диаметр воронки от бомбы был 1200 метров. Версия. Но самая последняя версия, гуляет она и обретает свои очертания, что четвертая цивилизация как раз на левом бережье, где очень много вот этих кратеров, была ядерная бомбардировка. Я пытался подтвердить, но взял радиометр на территории этих воронок, радиационный фон такой же, как и в других местностях, рядом расположенных. То ли это еще ранее было, но среди ученых такое вот практикуется. И вообще весь левый берег Волги, то ли там промышленная развитая зона была, предыдущая 4-я цивилизация, сейчас у нас 5-я цивилизация. Говорят, что она последняя на Земле. Вот. Все цивилизации исчезали из-за применения высокоточного, очень мощных оружий. Тут версии изучайте, исследуйте, продолжайте дело Спиридона Михайлова. Если есть вопросы, пожалуйста. Баклажин номерзе. Эсир жакуя врабылны пере пидисавындарать. Неме бахмазар, немле еврлага бахмазар. Спиридон Михайлович Михайлова сума сунажан тавзере. Пирин музей пиндеде харышар утмултым шудан байшлет. Она тавазышере пидину майвай гуна Гаврилов Михаил Яковлевич. Кайранвал космонавтика музейне туна жердеде ишления. Тем боготран щене зданинже краеведение музейне дуна Чуваш республики Тавадевичли учителя Каптурина Елена Павловна Тарашина Пиденумай, художник Ксения Чиння, Аджазем материал зем выштарна. Вишемеш тап харваравал, Игбинде премеш шугыщен школ строй, щеня школ строить то на выщен, Игбинде ултамеш шуда. Тебргут щенярень Спиридон Михайлован музей неду загудымар. Чавиш Ребере, Мургаш район культуры ищенезем, Турич Варсень музей ищенезем Пиденумай Булышна, Туризм Басервис институчень ректоря Александр Семенович Никитин, Пиде Пызак Парнезем Дуна Пирень музея, Чаванбада Пирень музей Райзер, Терле Вагатри, картины зене, Терле Вагатри экспонат Сене Гурма Булдарада. Серебурнеде, пирин музеякизе, унба тепленрех палашма чинзе гайдатпар. Шангаравлар ширар бернбатне и бир сире хабал тузакице илибар. Музей Динак Пидяван, Пидялай, Хаварда Пидялай, Хадерлени, Азаз Недада, Картур Хадерлени, Пырзык Тав. Хатладусем, Хасчасем, Тавах Серебурнеде, Спиридон Михайлович Михайлов, Широнранба, Икшерчил Щитнине Халалана, наукова практика конференции худшим нашим. Чувашская республиканская общественная организация Чувашская национальная академия наук и искусств за помощь в организации проведения празднования 200-летия первого чувашского этнографа, историка, географа, экономиста, статистика, публициста, писателя, фольклориста и просветителя Спиридона Михайловича Михайлова Яндуша выражает благодарность Петровой Тамаре Викентьевне.
Благодарность выражается Ештыковой Елене Анатольевне. На сцену приглашаем Игнатьеву Зинаиду Стахиевну. Чувашская республиканская общественная организация Чувашская национальная академия науки и искусств выражает благодарность Ильиной Светлане Васильевне. Дипломатовой Зое Юрьевне. Яндараевой Ольге Михайловне. Портновой Эльвире Владимировне. На сцену приглашаем Никольскую Ульяну Николаевну. Благодарность выражается Михалкиной Ирине Геннадьевне. Самышковой Лидии Георгиевне. Ермаковой Татьяне Владимировне. Михалкиной Светлане Геннадьевне. На сцену приглашаем Каргина Игоря Александровича. Постановлением Президиума Чувашской республиканской общественной организации Чувашской народной академии науки и искусств медаль вручается Толстову Виталию Ивановичу. Медаль в честь первого краеведа, писателя, этнографа, историка народов Среднего Поволжья, члена Русского географического общества Спиридона Михайловича Михайлова. Медаль вручается Ермакову Сергею Васильевичу. На сцену приглашаем Каптурину Елену Павловну. Краснова Валентина Вячеславовна. Михалкина Ирина Геннадьевна. Шантимирова Надежда Вячеславовна. Спиридон Михайлович Михайлов
проектерне уявали, эбе хамырдырыкри юнгари совышсенне янтуш пунавазен теге галарсачы. Шагинегене халыга узу курмала булдыр десе, юнга библиотекине халала заговарадып. Медаль вручается Толстовой Ларисе Павловне. На сцену приглашаем Рыжкову Любовь Александровну. Медаль в честь первого краеведа писателя и этнографа Спиридона Михайловича Яндуша. Медаль вручается Ермолаевой Татьяне Валерьяновне. На сцену приглашаем Ягунова Меркурия Борисовича. Медаль вручается Ветлугиной Ирине Николаевне. Медаль вручается Кудряшовой Людмиле Меркурьевне. На сцену приглашаем Фомина Валерия Витальевича. Слово предоставляется директору Юнгинской школы имени Спиридона Михайловича Михайлова, любимого Геннадию Юрьевичу. Еще раз добрый день. От имени школы хотел бы поблагодарить наших гостей, которые участвуют в данной конференции, выдать слова благодарности Иванову Анатолию Федоровичу за многолетнюю профессиональную творческую деятельность по сохранению памяти и пропаганде трудов чувашского писателя, историка, этнографа Спиридона Михайловича Яндуша. Также выражаю благодарность Василию Арсеньевичу Федотову. Благодарность администрации Бовинской СОЖ выражает Васильевой Раисе Михайловне. Многолетнюю профессиональную творческую деятельность по сохранению памяти и пропаганде трудов чувашского писателя этнографа Спиридона Михайловича Яндуша.
Благодарность выражается Михайлову Евгению Петровичу. Также благодарность администрации МБО Юнгерский СОЖ выражает Родионову Виталию Григорьевичу. Также выражаем благодарность Леонтьевой Елене Николаевне. Ну и, конечно же, хотел бы поблагодарить Евгения Исаевича Ерагина за его инициативность, за труд, который он внес к этому мероприятию. Спасибо вам большое. Спасибо. Слово предоставляем главе администрации Юнгенского сельского поселения Кудряшову Николаю Евгеньевичу. Администрация Юнгенского сельского поселения объявляет директору ИБО Юнгенский СОЖ имени Спиридона Михайловича Михайлова Маргауского района Чувашской республики Любимову Геннадию Юрьевичу. Выражаем вам и всему вашему коллективу искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество, за большой вклад и неоценимую помощь в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Спиридона Михайловича Михайлова Вентуша. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Выражает благодарность Яндушкиной Елене Григорьевне за многолетний добросовестный труд и активную позицию и большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных Спиридону Михайловичу Михайлову Вентушу. Пусть ваши добрые дела и равнодушие, отзывчивость способствует укреплению человеческих ценностей, служит ориентиром в современном обществе. Благодарность объявляется Ковтуриной Елене Павловне за многолетний добросовестный труд, за активную жизненную позицию и большой личный вклад в подготовке и проведение мероприятий, посвященных Спиридону Михайловичу Михайлову Яндушу. Пусть ваши добрые дела, неравнодушие, отзывчивость способствует укреплению человеческих ценностей, служит ориентиром в современном обществе. Благодарность объявляется Аргандееву Олегу Алексеевичу за многолетнее плодотворное сотрудничество и содействие в организации и подготовке мероприятий, проведенных на территории Юнгенского сельского поселения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Объявляется благодарность Ермакову Сергею Васильевичу за многолетний добросовестный труд, за активную жизненную позицию и большой вклад в проведение мероприятий, посвященных Спиридону Михайловичу Михайлову. Объявляется благодарность Фомину Валерию Витальевичу за многолетний добросовестный труд, за активную позицию и большой личный вклад. Благодарность объявляется заведующим Юнгенской СТК филиала ЕПУКСа КС Маргауского района Чувашской республики Кудряшовой Людмилы Меркурьевне и всему коллективу. Искренне признательность за плодотворное сотрудничество, за большой вклад и неоценимую помощь в подготовке и проведении мероприятий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо. Тавах сире бурнеде, Юлдажа мырзем, хына мырзем, паян пирень уява худшан нашан. Езер келмейн болсан, пирень уявда болмашчы бол. Уява уяв теремер, Юра даже сарымле варавал уявдени, сцена чине варай бер. Мургашры культуры шевчешімінші, мургаш, халық, фольклорушка неченет бер.